Сегодня по всей России проходят антитеррористические учения. Они проходят как во всех школах, так они и проходят во всех колледжах по нашей стране, как я уже говорила. Прямо сейчас мы находимся в 31-й школе города Якутска, где в данный момент проходит учение по тому, как действовать себя в случае атаки беспилотными летательными аппаратами. Мы уже наблюдали, как произошло само возгорание, и прямо сейчас мы можем увидеть, как действует пожарная служба, как они будут тушить, безусловно, условный пожар. Кроме того, мы уже видели, как работают кинологи, как работает Росгвардия. Кстати, я не отметила то, что очень много людей, очень много служб будет и было задействовано для того, чтобы участвовать в данных учениях. Как я уже говорила, учения проходят по всей стране. Накануне они прошли в 8-й школе, где, по легенде, был захват заложников террористами. Давайте сейчас пройдем в школу и посмотрим, что там сейчас происходит. А так мы вообще до этого поговорили с одним из спикеров с Министерства образования. И нам Диана Семенова рассказала вообще, сколько школ задействовано в этих учениях. Давайте послушаем. Сегодня, 30 апреля 2025 года, во всех образовательных учреждениях республики проходят масштабные антитеррористические учения. Отрабатываются действия при угрозе захвата заложников и взрыва, доставленного беспилотником. В учениях задействованы все школы, все колледжи, детские лагеря, МВД, МЧС и Росгвардия. Главная цель – повысить готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечить безопасность детей и персонала. Подобные тренировки – залог эффективного реагирования и спасения жизней в случае реальной угрозы. По всей республике будет задействовано 639 школ, 33 колледжа и 2 лагеря. Прямо сейчас мы уже зашли в здание школы, и мы видим, чем занимается наша пожарная служба. Сейчас они готовятся к тому, чтобы потушить условный пожар. Вот сейчас дети готовы эвакуироваться, безусловно. Очень много детей, очень много школьников также задействованы в этих учениях. Учения являются традиционными, то есть это не в первый раз. Ну а давайте сейчас послушаем, как надо действовать, какой алгоритм для того, чтобы обезопасить себя при атаке БПЛА. В 9 часов утра нам поступили данные о том, что на школу номер 31 планируется антитеррористический акт. Соответственно, все службы были информированы в этом. И действия у нас были такие. Во-первых, программа у нас была «Купол-2025». То есть это беспилотники над школой и задымление первого этажа школы нашей, 31-й. Как вот вам еще сказать? Тут, конечно, очень, можно сказать, волнительно очень, но наши службы были готовы к этому. Отработано было все четко. Дети без всяких, без паники отработали все по штатной ситуации, по распорядку. Ну, в общем-то, что еще можно сказать, добавить? Я даже не знаю, что еще можно добавить. Какой алгоритм был? Как надо было действовать? Алгоритм был такой. Значит, срочно нужно было позвонить МЧС, предупредить, что у нас идет атака беспилотниками. Далее, значит, мы нажимали кнопку «Взрыв», мы нажимали кнопку вызова Росгвардии. У нас сразу же я объявила по всей школе громкое голосовое сообщение о том, что у нас идет учебная эвакуация школы, детей и персонала. Ну, вот такой был алгоритм. В принципе, потом, когда, значит, дети у нас покинули школу, мы открывали окна, открывали двери, проветривали здание, помещение и, соответственно, проверяли каждый класс, заходили, не остался ли кто-то у нас в помещении.
Ну, в принципе, я считаю, что эти мероприятия в данное время, в нашей ситуации, в нашей стране, они должны проводиться, потому что каждый из нас, каждый наш ребенок должны быть готовыми к этому. И поэтому мы считаем, что эти мероприятия были проведены очень даже в нужный момент и для нашего же спокойствия, для нашей подготовки, ну и, в общем-то, для безопасности школы номер 31, ну и всего города. Учения закончены, дети уже возвращаются в свои классы, кто-то уже сразу отправился в столовую, любимое место школьников. И уже, как я сказала, учения подошли к концу. Безусловно, будет дана оценка всем этим мероприятиям. Учения, как я уже отмечала, они традиционные, то есть в них задействованы, как я уже также до этого говорила, все спецслужбы, начиная от Росгвардии, так и заканчивая пожарной службой, кинологической службой. То есть это очень такое большое масштабное мероприятие. Ну а как прошли сами учения, мы расскажем в вечернем выпуске новостей.